Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать коллективный подвиг наших партизан по спасению евреев, то есть коллективных праведников, которые не признаны институтом Яд Вашем. Это его право, но почему-то и нашей белорусской историографии Тоже не признается. Вот как интересно. Да. Значит, я хочу вам зачитать буквально один абзац. Значит, вы помните, что в предыдущих сериях я вам рассказывал про подвиг Николая Киселева, который с помощью своего отряда «Победа» вывел 218 евреев за линию фронта. То есть отряд был более полусотни человек, и вот они первыми вывели через Суржские ворота вот этих евреев, спасли их жизни. Это было начало похода, было 26 августа, и вот спустя уже 2 месяца вот что произошло. Еще одна группа евреев, численностью, заметьте, 250 человек, то есть это больше, чем выводил Киселев, была выведена за линию фронта по инициативе командира диверсионной группы Мироненко. Ну, нужно отметить, что Мироненко до войны был сотрудником НКВД, если память не изменяет, это был Борисов, там или под Борисом был отдел внутренних дел, конечно, милиционером был. Вот он сотрудник НКВД был. И для того, чтобы вывести вот этих 250 человек, он выделил одного своего сотрудника, вот этого диверсанта, из своей группы, ну, соответственно, уже обученный был человек. Вот его фамилия Михаил Парфенович Акчинович. То есть вот этот человек, который уже действительно как одиночка вывел вот этих 250 человек, не то что как Киселев, которого воспели, типа, хотя он всем отрядом выводил, хотя я не умыляю подвиг Киселева, но вот здесь вот получается один вывел и больше людей, и в одиночку. И, соответственно, Мироненко об этом доложил секретарю ЦК КПБ Пономаренко, и доклад был 10 октября 1942 года. Вот такой вот подвиг, который фактически остался до сих пор незамеченным. Только в одной из докладных записок написано, что да, вот этот Акчинович, он вывел 250 человек за линию фронта. Но, скорее всего, все подробности будут в архивах КГБ, потому что группа, все эти документы будут не в Национальном архиве уже подробности, а где-то уже там. Ну, поэтому так вот у нас герои и остаются в тени, которые действительно были настоящими героями с большой буквы. И вот, казалось бы, когда уже отброшено и наследие хрущебесия, и советское начетничество, при котором там слово евреи не любили произносить, и вот у нас уже новый музей Великой Отечественной войны в Республике Беларусь, там бы все это разложить на полочки, там бы это все обнародовать, но почему-то... Я вот, если так вот разбираться, смотреть в музее, там вся экспозиция, вся концепция музея, она полностью легла под Запад. И, соответственно, говорить в хороших тонах про сотрудника НКВД, ну, это правило дурного... Моветон. Да, моветон. Это. Но музею мы посвящаем много и публикаций, и ролики у нас есть про обновленческий музей. И мы, как говорит популярный ведущий белорусского телевидения, раскроем